Сегодня я подготовил слово, и тема называется «Дар говорения на иных языках». И давайте мы сначала посмотрим местописание, где говорится о дарах духовных вообще. Где они перечисляются, это 1 Коринфянам, 12 глава, из 7 по 11 стих. И сегодня мы будем много читать, я буду много говорить, поэтому, может быть, немножко непривычно будет, просто следуйте за мной. Итак, 1 Коринфянам, 12 глава, с 7 по 11. «Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному различные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». И здесь перечислены духовные дары. То есть это сверхъестественные способности, которые Дух Святой, Он дает людям. Все с этим согласны, все понимают, да? И сегодня я бы хотел затронуть именно такой духовный дар, как говорение на иных языках. И почему? Потому что языки – это, безусловно, наверное, самый противоречивый дар, который перечислен в этой 1 Коринфянам 12 глава. На самом деле, когда люди, они узнают, например, ты с кем-то разговариваешь, верующие люди или неверующие люди, и ты им говоришь, что в нашей церкви мы верим, что дары, они до сих пор еще действуют, все еще в силе, и, как правило, все сразу спрашивают: ты на языках говоришь? Вы знаете, людей не интересует, есть ли у тебя дар словознания, есть ли у тебя дар пророчества, есть ли у тебя дар слова мудрости. Как правило, всегда спрашивают: ты говоришь на языках? И именно поэтому, знаете, это такой самый, наверное, противоречивый, то есть вызывает очень много споров. И я думаю, что причина, почему споры, они вообще возникают, это потому, что есть очень много невежества или недопонимания. То есть невежество – это незнание, по-другому, да, значение слова. И вы знаете, когда я пришел к Богу, когда я только начал свое хождение и начал свой духовный рост, я никогда не слышал учения о говорении на языках. И сейчас я хочу такой неофициальный опрос сделать. Кто из вас, вы помните, что вы слышали проповедь или какое-то учение? Сейчас мы не говорим про студентов библейской школы, если вы в библейке слышали, туда, это понятно. Но за пределами библейской школы, кто может сказать, что вы слышали проповедь или учение о говорении на иных языках? 5 человек в зале. И я тоже, знаете, я вспоминал, и как я уже сказал, когда я начинал свою христианскую жизнь, я слышал только пренебрежительные комментарии вообще по поводу говорения на иных языках. И почему это происходило? Потому что я покаялся в баптистской церкви и ходил в баптистскую церковь. И вы знаете, что баптисты верят, что дар говорения на иных языках, он сейчас не действует в наше время. Они верят в то, что определенные дары, они закончили свое действие после того, как закончился апостольский период. Иными словами, когда умер последний апостол, коим был апостол Иоанн, определенные дары, они перестали действовать. И, может быть, мы когда-то этого коснемся. И при всем при этом я хочу вам сказать, что не поймите меня неправильно. Я с большим уважением отношусь к баптистам. Это наши братья и сестры во Христе. И у них есть очень сильные стороны, например, изучение Писания. Но есть у них особенность их учения. Они верят в то, что определенные дары, они перестали действовать. И когда ты растешь в такой среде, где люди верят, что говорение на иных языках, оно больше не действует, понятно, что ты не получаешь никакого учения об этом. И сам только отпускаешь такие пренебрежительные комментарии и говоришь, что эти харизматы непонятно что делают.
Но более того, вы знаете, даже в кругу харизматов, ну или евангельских христиан, или пятидесятнические церкви, к коим мы относимся, у нас пятидесятническая церковь. Почему пятидесятническая, кстати? Вы знаете, что на день Пятидесятницы что произошло? Крещение Духом Святым. И люди стали говорить на иных языках. Отсюда и пятидесятническая церковь. Мы верим, что этот дар, он как начался тогда, и он никогда не прекращался, и что он доступен для верующих сейчас также. Но тем не менее, я редко, когда, знаете, я взял, попробовал найти в поиске на YouTube, не так много учения, не так много проповедей, буквально там можно пересчитать на пальцах одной руки, которые доступны на русском языке. И еще раз, смотрите, все пятидесятнические церкви, все евангельские, харизматические церкви, они верят, что дар говорения на иных языках, он до сих пор существует, он действует. И его касаются в проповедях, люди молятся, но редко кто объясняет или проповедует. Ну, по крайней мере, я посмотрел, я ни разу не учил об этом. И я думаю, что настало время восполнить этот пробел. И сегодня у меня есть две основные цели. Первое, я хочу дать определение, что такое вообще дар говорения на иных языках. Поэтому, для чего это? Чтобы когда кто-то тебя спросит, что вы там делаете вообще? Что значит? Что вы там бормочете? Чтобы ты мог ясно и четко дать ответ, что это такое. И вторая цель, которую я хочу раскрыть, это сказать, зачем мы вообще говорим на иных языках. В чем цель этого? И именно вопрос номер один, который возникает вообще, когда люди узнают, что ты говоришь на иных языках, зачем вообще это нужно? И любой другой верующий сказать, зачем мне это? И сегодня я хочу ответить на все эти вопросы. И с самого начала давайте дадим определение дару говорения на иных языках. И еще раз откроем 1 Коринфянам, 12 глава, и прочитаем 8-10 стих. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцеления тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков». И вы знаете, вот это слово, которое используется для обозначения языков на греческом, у него точно такое же значение, как и в русском языке. Два значения. Первый язык обозначает орган тела, который у нас есть, да, и второе – это часть речи, речь – это наречие. Второе значение. И практически везде в синодальном переводе это именно переведено как языками, либо незнакомые языки, иные языки. И когда это слово оно употребляется в Новом Завете, буквально это означает «говорить на другом языке». И вы знаете, есть такая точка зрения у некоторых богословов, они утверждают, что говорение на иных языках – это просто какая-то Богом данная способность к изучению других языков. Что ты, например, одарен в изучении языков, и тебе очень легко дается там английский, японский, и ты на лету все схватываешь. В общем, ты такой эрудированный полиглот. Но на самом деле это далеко от истины. Я не знаю, кто-нибудь слышал такую вообще точку зрения? Тоже не так много людей. Слава Богу за вас. Но она есть, тем не менее. И я хочу вам привести 3 причины, по которым, это неправда. Это не может быть правдой. Прежде всего, то, что мы читали, 1 Коринфянам, 12 глава, там перечислены именно духовные дары. Сверхъестественные дары, которые дает Дух Святой. И среди прочих даров там перечислено в том числе и говорение на иных языках. То есть это не считается чем-то естественным, обыкновенным. То есть, что я беру и изучаю языки. И вы знаете, раньше вообще, в некоторых церквях прямо было такое учение, где говорилось, что языки – это просто способность, данная Богом,
для изучения других языков. Во-вторых, да, почему это не является правдой? Давайте мы посмотрим 1 Коринфянам, 14 глава, 2 стих. Павел утверждает здесь, что говорящий на иных языках, он обращается к Богу. Он говорит с Богом. А в случае, то есть мы коснемся этого, иные языки, они могут быть как на ангельском наречии, так и на человеческом, да. И если ты на ангельском вариант, то более того, сам человек, который практикует этот дар, когда он говорит, он сам того не понимает, о чем он вообще говорит. Давайте мы посмотрим. 1 Коринфянам, 14 глава, 2 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом». Еще раз. Духом человек говорит тайны для Бога, и поэтому никто из людей его не понимает, если у тебя нет дара истолкования языков только, да? Опять же, сверхъестественного. Теперь, давайте мы посмотрим 14 главу эту же, но 14 стих. Дальше Павел, он утверждает, что даже и сам человек, который говорит, он не понимает, что он говорит. Прочитаем, 14 глава, 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». То есть, когда ты молишься с пониманием, человеческим языком, ты понимаешь, о чем ты просишь, ты понимаешь значение слов, но когда ты обращаешься к Богу на иных языках, твой разум, он не понимает, он не действует. Ум твой остается без плода. Ты не понимаешь того, что ты говоришь. Почему человек, который практикует это, когда он говорит на ином языке, он не понимает? Да потому что он никогда не учил этого языка. Он не учился ему. Он не понимает, что он говорит. И еще один довод, почему вот эта точка зрения, она не является истинной. Вы знаете, помните самое первое проявление? На прошлом собрании у нас был праздник Пятидесятницы, Сава Савич проповедовал о том, как в день Пятидесятницы произошло крещение Духом, Дух Святой сошел, и вы помните, если кто читал это местописание, в Деяниях 2 глава оно описано, когда люди начали говорить на иных языках, да? Но что это были за люди? Это были необразованные галилеяне. То есть те люди, которые жили в местности Галилеи. Да? Давайте мы прочитаем это место. 2 глава, 7-8 стих. Обратите внимание, что говорится. «И все, то есть все остальные люди, которые это видели, присутствовали, изумлялись и дивились, говоря между собой, сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим, каждый свое собственное наречие, в котором родились». Почему они говорят так? Вы знаете, в Галилее жили обыкновенные люди. Крестьяне, ремесленники, рыбаки. Они не были книжники, они не были образованными. Все образованные люди, все книжники, они жили либо в Иерусалиме, либо в Кесарии. То есть там, где основной город, где весь Бамон собирался, где жил Кесарь, наместник римский. Но эти люди, они были просто простолюдины. И они начинают говорить на разных языках. Все остальные, кто присутствует, они слышат, там кто-то с Персии приехал, и они на фарси говорят, кто-то еще откуда-то приехал, и они разными языками, и все, как эти колхозники могут знать столько языков. Собственно, это вызвало удивление, да? Итак, это было сверхъестественное явление, да? И сверхъестественным его делает что? Что вот эти обыкновенные люди из Галилеи, которые никогда не изучали никаких других языков, они могли свободно говорить на языках, да? Итак, мы выяснили, что дар говорения на иных языках – это не просто какая-то данная Богом сверхъестественная способность к изучению иностранных языков. Это ясно. Но что же тогда такое языки?
Внимание, я сейчас дам определение. Если вы записываете, делаете пометки, самое время записать. Для чего? Для того, что когда вас кто-то спросит, что такое дар говорения на иных языках, и ты не сможешь ответить, ты будешь говорить, когда-то же пастор говорил и давал определение, почему я не записал? И вот сейчас мямлю стою. Это так просто. Предупреждение. Итак, дар говорения на иных языках – это сверхъестественное проявление Святого Духа, при котором человек говорит на языке, который он никогда не изучал и которого не понимает. И большинство, может быть, согласятся с этим, у кого-то вызовет вопрос вот именно последняя часть, да, этого определения, что никогда не изучал и не понимает. Давайте посмотрим Коринфянам 14 глава, 14 стих еще раз. И вы поймете, почему определение именно таким образом звучит. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода». Мы уже смотрели это. «Мой разум не задействован». Смотрите, если я разговариваю с человеком другой нации, я говорю, слушай, ну смотри, по-русски «спасибо», по-английски там «thank you», по-якутски «махтал». Я понимаю, что я говорю. Вы понимаете? У тебя есть понимание, но когда ты говоришь на иных языках, ты не знаешь, что какое слово означает. Ты можешь, может быть, кто-то, я видел такие версии, когда люди начинают додумывать и догадываться. Вот у меня вот это вот слово очень часто повторяется в молитве. Наверное, оно означает что-то, но это, знаете, просто пальцем в никуда тыкать. Мы не знаем. Итак, дар языков – это сверхъестественное проявление Святого Духа, при котором человек говорит на языке, который он никогда не изучал и который он не понимает. При этом, при всем, язык, на котором какой-то конкретный человек говорит, он как может быть как на ангельском наречии, так и на человеческом. И давайте посмотрим 1 Коринфянам 13 глава, 1 стих. Почему я так говорю? Я обосную. Обратите внимание, что писал Павел. 1 Коринфянам 13 глава, 1 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий». Вы знаете это местописание, 13 глава, 1 Коринфянам, глава про любовь, и там говорится именно про любовь. Но здесь Павел, он приводит как довод. Если ты такой крутой себя считаешь, и ты там всеми языками говоришь, и ангельскими, но у тебя нет любви, то ты ничто, грубо говоря. Но нас интересует именно то, что и человеческими, и ангельскими, да? Итак, как я уже сказал, языки могут быть как на человеческом, так и на ангельском. Поэтому вот то, что мы смотрели, самое первое проявление в Деяниях 2 главе, когда Дух Святой сошел, и множество людей оно начало говорить, они говорили на человеческом наречии, да? Разные нации, которые присутствовали, они слышали свой язык. Вы знаете это местописание. Но возникает вопрос, ты можешь спросить, если я сам не понимаю, что я говорю, зачем нужны иные языки? Зачем нам говорить на этом? Кому-нибудь вообще интересно? Зачем? Это хороший вопрос. Итак, какова цель говорения на иных языках? Есть такая точка зрения, сразу скажу, ошибочная, у богословов, у некоторых, что Бог, Он дал дар иных языков для того, чтобы люди, они могли проповедовать Евангелие до края земли, то есть по всей земле. Я не знаю, кто-то слышал эту точку зрения или нет, но она есть. И они обосновывают это тем, что, каким образом вот эти вот галилеяне, которые в том числе были среди учеников, как они должны были проповедовать до края земли, идти во все эти народы и нести свет этому миру, если они не знают других языков. Очевидно же. Поэтому Бог дал им дар говорения на иных языках, и вот они пойдут и будут таким образом евангелизировать этот мир. Но это не есть истина.
И я приведу вам доводы, чтобы доказать это. Вообще в книге Деяний есть всего 3 события, 3 примера, где говорится о говорении на иных языках. И самый первый – это событие, которое произошло на день Пятидесятницы. Это 2 глава Деяний, 4 стих. Открывать не будем. Если кому интересно, можете сами посмотреть, и вы знаете все это событие, когда, помните, да, Дух Святой просто сошел, как языки огненные, и люди просто начали говорить. И вот такое вот крещение произошло. И проявление дара говорения на иных языках. Следующий, вы помните, в доме Корнилия, когда Петр пришел, его, помните, до этого видения были, что Бог очистил того, почитай нечистым, и когда он пришел туда, язычники, то есть Корнилий, сотник римский, и все в его доме, они начали говорить на иных языках. И, собственно, отсюда и пошло, что и язычники, коими и мы являлись, не только евреи, они получают этот дар. И все удивлялись, да. И еще одно место, это то, что мы сейчас говорили, это Деяния 10 глава, 45-46 стих. И еще одно событие описано, это событие в Ефесе, когда Павел, он пришел и спросил там учеников: вы на языках говорите? И они говорят, что мы даже никогда не слышали, что это такое. И он за них молился, и они получили крещение и начали говорить на иных языках. Итак, но смотрите, ни в одном из этих случаев, которые описаны, говорение на иных языках, оно не использовалось для проповеди Евангелия. Ни разу. Самый первый случай, в день Пятидесятницы, то, что произошло. Петр был единственный, кто встал после всего этого, и он проповедовал, вообще в этот день он проповедовал. И он делал это не на иных языках. Откуда мы знаем? Лука, он пишет об этом в книге Деяний, и мы можем догадываться и мы можем знать, потому как Лука он написал, то есть вы знаете, что написано на греческом языке, и в то время язык международного общения был греческий. И все в Израиле, они говорили либо на арамейском, либо на греческом. Образованные люди, они могли говорить на иврите, потому что Ветхий Завет, он был дан на староеврейском. И они могли это читать и могли говорить. Но вообще израильтяне, они утратили уже тогда. Потому что, помните, Вавилонский плен и все такое. То есть они уже не говорили. Иисус говорил на арамейском. И, соответственно, он понимал и также говорил на греческом. Но только образованные люди могли знать какие-то другие языки. И только книжники говорили на иврите. Итак, Петр говорил по-гречески здесь, как сейчас английский язык международного общения. Тогда там был греческий. Он встал, и он проповедовал на греческом. Во всех других случаях, которые вот описаны, вы знаете, апостолы не были теми, кто говорил на иных языках. Когда вот они пришли в дом Корнилия, или когда это произошло в Ефесе. Но кто говорил? Это были новообращенные люди, которые только что приняли благую весть Христа как своего Спасителя. Они стали говорить на иных языках. И если целью языков было бы проповедь Евангелия, то у меня вопрос возникает. Вот эти вот новообращенные, они там кому проповедовали Евангелие? Апостолам, что ли? Вы следите за моей мыслью? Нет в Священном Писании доказательств, подтверждающих вот эту вот точку зрения. Это заблуждение. Что Бог, Он дал иные языки для того, чтобы мы там могли проповедовать до края земли. Если проповедью Евангелия не является целью использования языков, то в чем же тогда цель? Зачем Бог дал этот дар говорения на иных языках? И основная цель говорения на иных языках – это улучшить нашу молитвенную жизнь. Это очень важно. Для чего мы говорим на иных языках? Для того, чтобы наша молитва, она была лучше. Я хочу вам показать
Почему это так? Я надеюсь, что у меня останется время для того, чтобы привести еще и примеры хорошие. Как говорение на иных языках, оно улучшает нашу молитвенную жизнь. Давайте мы посмотрим. 1 Коринфянам, 14 глава, 2 стих. Еще раз. Здесь говорится что? Что говорение на иных языках означает обращение к Богу. Да? Давайте прочитаем. 14 глава, 2 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайны говорит духом». Еще раз, я хочу обратить ваше внимание, что кто говорит на незнакомом языке, он обращается к Богу. Мы это увидели, да? Я хочу вас спросить, что такое молитва? Версии. Это разговор с Богом. Это обращение к Богу. Молитва – это обращение к Богу. И здесь мы читаем, что тот, кто говорит на незнакомом языке, он обращается к Богу. Вы понимаете? То есть, к чему я подвожу? Говорение на иных языках – это молитва. Потому что молитва – это обращение к Богу. А здесь написано, что когда мы говорим на иных языках, мы обращаемся к Богу. Вы исследуете за мной логикой вообще? Есть какая-то логика? Итак, это и есть молитва. Но обратите внимание, когда человек говорит на языках, он обращается не к людям, да? Он обращается к Богу. Важный момент. Итак, каким образом языки, они помогают человеку молиться? Каким образом это улучшает нашу молитвенную жизнь? Вам интересно? Давайте тогда откроем Римлянам 8 глава, 26-27 стих. И вот сейчас наступает такой очень сложный момент. Я хочу, чтобы вы проснулись, если вы уснули, и следили за моей мыслью, потому что если вы где-то проспите какой-то кусочек, вам будет непонятно. Потому что мы собираемся выяснить, что у нас у всех, у верующих, есть определенный недостаток. У нас есть определенный недостаток, когда дело доходит до молитвы, и нам нужна помощь. Давайте прочитаем. Римлянам 8 глава, 26-27 стих. И мы увидим. Я покажу вам, как говорение на языках, она улучшает молитвенную жизнь человека. 26 стих. Сначала мы прочитаем в синодальном переводе. И вы увидите, наверное, только синодальный перевод. У нас же только синодальный перевод. Мы же не сможем другие переводы сделать. Хочешь поставить в неловкое положение кого-то, да? Вот спроси прямо по ходу дела. Ребята готовили, что-то готовили, и потом такие, а у нас, случайно, там нет чего-то. Итак, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». Может быть, сразу два стиха. Сейчас я прочитаю вам то же самое местописание в современном переводе под редакцией Кулаковых. «Нам и Дух помогает», 26 стих, «нам и Дух помогает по немощи нашей, ибо мы даже не знаем, о чем и как нам молиться, но сам Дух просит за нас в воздыханиях неизреченных. Тот же, кто испытует наши сердца, знает, конечно, помышление Духа, ведь по воле Божией просит Дух за Божьих людей». Я хочу, чтобы здесь очень важный момент, мы сейчас разберем вот это местописание, 26 стих, потому что это вообще ключ к пониманию, для чего нам даны языки. Итак, мы сейчас еще раз будем читать и читать, я надеюсь, вы не устанете. Смотрите, еще раз, 26 стих, ну и 27, сразу в современном переводе. «Нам и Дух помогает по немощи нашей, ибо мы даже не знаем, о чем и как нам молиться, но сам Дух просит за нас в воздыханиях неизреченных». Вы знаете, на самом деле вот это место Писания, я считаю, что это одно из самых недопонимаемых или неправильно понимаемых место Писаний.
в Библии. И что мы сейчас сделаем, это мы разберем все по полочкам. И я надеюсь, что вы сможете понять, о чем здесь на самом деле говорится и в чем истинный смысл. Смотрите, еще раз. 26 стих, самое первое, начало. В синодальном переводе. Почему я привожу постоянно синодальный перевод? Потому что, кто читает Библию в синодальном переводе все время? Это подавляющее большинство, и поэтому мы понимаем именно так, как оно написано. Смотрите, синодальный перевод – это классный перевод. Он хороший перевод. Почему? Потому что он старается слово в слово переводить и использовать слова, как они есть. Многие современные переводы, они дают более расширенную трактовку, и они разворачивают, и они добавляют какие-то слова для понятия, для объяснения, но на самом деле этих слов нет в Библии. И если вы меня спросите, нет идеального перевода. Хочешь до чего-то докопаться, где-то одно место хорошо, где-то другое. В чем синодальный перевод уступает? Это то, что часто используются слова, которые уже вышли из обихода в современном языке. И ты иногда можешь не понимать, кто там о чем глаголит и что вообще происходит. Вы понимаете, да? Но нет совершенных переводов, и синодальный перевод хороший, вы не поймите меня, не поймите меня неправильно. Но смотрите, под редакцией Кулаковых говорится следующее, первая часть. «Нам и Дух помогает по немощи нашей». На что я хочу обратить ваше внимание. В синодальном написано, что Дух подкрепляет нас в немощах. Используется множественное число, как будто у нас есть много каких-то недостатков, каких-то немощей. Но под редакцией Кулаковых немощи – это единственное число. В немощи. На самом деле я посмотрел словарь Стронга. Кто знает, что такое словарь Стронга? Если вы хотите изучать, то есть словарь Стронга – это человек когда-то взял, пронумеровал все слова, которые есть в Новом Завете, каждое слово, и он посчитал, где, в каком месте это слово, оно используется именно в греческом. И ты можешь зайти сейчас в электронном виде, это вообще просто, у меня когда-то был бумажный словарь Стронга, я вам скажу, что это то еще удовольствие, когда ты смотришь и пытаешься найти, где это место оно использовалось, и ты берешь один перевод, и у тебя такой талмуд, потом ты берешь второй перевод. Вы знаете, то, что раньше я смотрел за полчаса, сейчас у меня уходит буквально минута. Слава Богу за технологии. Сейчас ты просто кликаешь на стих, у меня есть 12 переводов современных, и я могу сравнить. Я могу взять, кликнуть и посмотреть, какое слово, как оно звучит на греческом. И это, кстати, доступно всем, вы знаете. То есть я даже не пользуюсь уже приложениями, я пользуюсь просто интернетом. Есть сайт в интернете, страничка biblia.by, bible.by, by в конце. Там все это есть, и поэтому не можете не принимать на слово, можете проверить. И можно не покупать все эти книги, можете не покупать словарь Стронга, но чтобы вы понимали просто, когда я ссылаюсь на это, вот здесь я посмотрел просто, я взял словарь Стронга и посмотрел, что означает вот это слово «немощи». Смотрите, это слово, оно стоит в единственном числе, во-первых, и оно, это асфения на греческом, и два значения – немощь, бессилие, слабость, и второе – это болезнь или недуг. И еще раз, единственное число – не множественно. И таким образом Павел, он говорит, он имеет в виду, что у нас у всех есть какая-то одна уязвимость, одна конкретная какая-то слабость есть немощь, есть недостаток у каждого человека. И на самом деле это не совсем удачный перевод во множественном числе, в немощах наших. И именно поэтому многие современные переводы, в том числе под редакцией Кулаковых, он переводит в единственном числе. Это то, что имелось в виду. То есть у нас нет каких-то нескольких немощей, но у нас есть один какой-то недостаток, есть одна немощь. Это то, что написано в греческом оригинале. Итак, Павел говорит нам, что у нас есть одна специфическая немощь или недостаток. Теперь я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что после слова, немощь в современных переводах, здесь стоит точка с запятой, да?
Но во всех современных переводах и в оригинале на греческом, да, там говорится, что Он помогает в немощи нашей, и стоит двоеточие. И двоеточие, оно для чего стоит? Это говорит о том, что тот, кто пишет, он сейчас пояснит, что же это за немощь, что это такое, что за недостаток, который у нас есть. Интересно кому-то? Что за недостаток у нас есть в нашей молитвенной жизни, у каждого человека? Почему он поставил двоеточие? Потому что он собирается объяснить это. Давайте мы прочитаем дальше. Я, чтобы сэкономить время, сразу прочитаю в современном переводе, хорошо? Потому что если я постоянно буду читать, у нас вообще времени не хватит. Нам и Дух помогает по немощи нашей, двоеточие. И он объясняет, что же это за немощь наша. Ибо мы даже не знаем, о чем и как нам молиться, но сам Дух просит за нас в воздыханиях неизреченных. Видите ли, у каждого из нас в тот или иной момент возникает этот недостаток. Мы не знаем, как молиться или о чем молиться в определенных ситуациях. Вы согласны со мной? Вы следуете за моей мыслью? Я вам приведу пример, несколько примеров. Меня иногда, знаете, меня просили, не так часто, но бывало такое, знаете, когда тебя просят, говорят, придите помолитесь за нашу бабушку. И бабушка, она при смерти. Ты приходишь к человеку за 90 лет. Она вся уже, тело изношено все. Она худенькая, ей все время холодно, зрение утеряно, родных зубов нету. И она болеет чем-то, ей больно, и она испытывает физическую боль. И я вам скажу честно, я не знаю, за что, возникают мысли, за что молиться. Господи, чтобы ты исцелил ее, и чтобы она дальше мучилась, или чтобы она уже пошла домой, если она верующая. Я надеюсь, у нас никто вечно жить не собирается в зале. Если Иисус, Он не придет при нашей жизни, вы понимаете, что эта участь, она всех нас ждет. Но мы здесь странники на этой земле, не здесь наш дом, у нас есть... И дальше, знаете, и поэтому, все равно ты же не можешь молиться, Господи, забери ее, да? И ты не знаешь, ты начинаешь молиться, и ты говоришь что-то, и ты доходишь до какой-то вот точки, когда... И что? То есть ты не знаешь, в чем воля Божия здесь, да? Либо еще раз я вам вот такой пример приведу. Мы вот с Савой Савичем ездили в больницу, у нас, вышли на меня люди и говорят, что вот у нас там папа, у него был инсульт, он лежит в больнице в коме. То есть ему провели операцию на мозге. Вроде бы сначала были улучшения, мы приехали в больницу, я поговорил с врачом перед тем, то есть человек в коме, он не может выйти из комы. И сестра верующая, она просто получила вот такое для себя, что если ты попросишь проповедника какого-то, он приедет, там помолится, и что он будет восстановлен. Это ее вера вот такая была. И как человеку отказать, мы поехали, я поговорил с врачом, и из разговора с врачом я понял, что сначала вроде бы, да, там типа успешно было, но потом дальше все пошло по плохому сценарию, и было понятно, что у него повреждение мозга, и если даже человек придет в сознание, он будет неполноценный, он будет инвалид. То есть как минимум он там говорить, там двигаться не сможет, вообще непонятно, что будет. Да, Бог, Он может исцелить. Я этого не отвергаю, но знаете, когда ты вот стоишь, и вот он человек, и то есть, у них вопрос, стоит ли выдергивать аппарат из розетки, то есть он на аппарате лежит, на искусственном дыхании. То есть жизнь в человеке поддерживается искусственно. За что молиться, что делать? Вот такая вот ситуация. Да? Господи, восстанови его. Вы понимаете, конечно, да, есть воля Божия в том, чтобы исцелить человека. Либо, знаете, бывают такие ситуации, еще один пример. Вот ко мне подходили, например, и спрашивали, как-то, знаете, вот, например, помолиться за то, чтобы восстановили в правах в родительских, например, человека, потому что до этого детей забрали, и вот сейчас там суд, и вот надо определить. И ты смотришь, и ты не знаешь, знаете, а где ребенку будет лучше вообще на самом деле? Понятно, что семья – это хорошо, но недаром же лишали, да, что-то же происходило. И ты вот будешь молиться, например, Господи, восстанови, а будет ли там лучше ребенку? Ты же не знаешь всей ситуации вообще, что там происходит. Тебе человек говорит одно, а что на самом деле? И о чем молиться, как просить, да?
Вы понимаете, вот примеры такие. Видите, у меня есть такой недостаток, как и у всех нас. Я не всегда знаю, о чем мне следует молиться и как следует молиться. И это та немощь, которая есть у нас всех. Возможно, ты молишься сейчас о своем будущем. Ты не знаешь, какова воля будущая, совершенная, Божья для твоего будущего. Например, молодые люди, которые куда-то поступают. Господи, куда мне поступить? В этот институт или в этот? Или вообще никуда не поступать, а пойти работать куда-то и что-то делать? А что мне делать? Ты не знаешь, что ты выбираешь, есть ли в этом воля Божия, и ты сомневаешься. И о чем конкретно молиться? И, знаете, я вам скажу, что чем старше ты становишься, тем больше ты приходишь к выводу, что, Господи, я вообще не знаю ничего, о чем молиться. У нас есть такая немощь. Итак, бывают моменты, когда мы не знаем, о чем нам следует молиться. Сейчас давайте еще раз мы посмотрим на 26 стих, то, что мы читали. Я хочу, чтобы вы увидели вот эту фразу, в современном переводе написано «о чем и как нам молиться». Это очень важно. «Ибо мы даже не знаем, о чем и как нам молиться». В синодальном переводе написано «ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». В смысле должно? Вы знаете, вот здесь синодальный перевод, он гораздо более удачный. Здесь вот именно такое слово, на греческом это «дей», оно звучит, и оно переводится следующим образом. Необходимо быть необходимым, быть должным. То есть как нужно, как нам должно молиться. То есть это о чем говорит? Что есть определенные вещи, есть определенный порядок какой-то, как мы должны молиться. И еще раз, синодальный перевод здесь более удачный. Как нам должно. Мы не знаем, как нам следует. Почему так написано? Вы знаете, что для того, чтобы получить ответ на молитву, есть определенные условия. Если ты хочешь, чтобы Бог, Он ответил на твою молитву. И эти условия, они содержатся в послании Иакова, 4 глава, 2-3 стих. И согласно книге Иакова, этим местам Писания, для того, чтобы ваши молитвы, они были услышаны, чтобы на них получить ответ, должно быть соблюдено два условия. Если ты молишься и уже изначально знаешь, что не будет никакого ответа на вопрос, зачем вообще молиться, да? Но после прочтения Иакова мы узнаем, что если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, нужно соблюсти эти два условия. Итак, что это за условия? Самое первое, мы должны просить об этом. Если ты хочешь чего-то, чтобы что-то разрешилось, тебе нужно ясно и четко просить об этом Бога. Видите ли, Бог дал человеку власть на этой земле. Но после потопа, более того, знаете, Он не только дал власть человеку, но после потопа Бог дал обещание, что Он никогда больше такого не сделает. Он больше не будет вмешиваться на таком уровне. И поэтому, в конце времен, да, пока времени не придет судить этот мир, тогда Он вмешается, да. Когда Иисус придет, вы знаете, что Он грядет второй раз, Он наведет порядок. И нам предстоит пройти вот через этот период, который называется либо миллениум, или тысячелетие, 1000 лет. И потом все вернется на круги своя, как было до грехопадения. Но до тех пор Бог не вмешивается, если мы Его об этом не просим. Если ты хочешь, чтобы на твою нужду был дан ответ, ты должен просить об этом. Большинство людей не понимает, почему именно молитва, она вообще важна. Именно поэтому. Итак, первое условие – мы должны просить. Второе условие – это мы должны просить в соответствии с совершенной волей Божьей. И когда твоя просьба, она сливается с волей Божьей, ты получаешь ответ. Это два условия. Давайте мы посмотрим Иакова, 4 глава, 2-3 стих. Прочитаем.
2 стих. «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». То же самое место в современном переводе Кулаковых. Вы все время чего-то хотите, а не получаете. Смертельно завидуете, а все не можете достичь желаемого. Отсюда ваши ссоры и стычки, потому и не удается вам ничего. Ведь вы не просите. Итак, первое условие, если ты чего-то хочешь получить, тебе нужно просить Бога об этом. Поэтому ты должен просить. Вы помните, Иисус говорил, давайте посмотрим, Евангелие от Иоанна, 16 глава, 24 стих. Это слова Иисуса. «До ныне, то есть до этого момента, вы ничего не просили во имя Мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Просите. Почему? Потому что мы должны просить, чтобы направить волю Божию. Бог сейчас, Он отдал эту землю людям. Да, есть Его воля, да, Он может сделать, но Он принял такое решение. Он сказал после потопа: я больше не уничтожу этот мир, я не буду там вас. Если ты хочешь сейчас, чтобы Бог, Он вмешался, тебе нужно об этом просить. Идем дальше, 3 стих. Иакова, 4 глава, 3 стих. «Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». В современном переводе Кулаковых тот же самое место. «А если и просите, то все равно не получаете, потому что не на добро просите, а чтобы одним только удовольствием предаваться». И здесь вот это слово «не на добро», вот эта фраза, это вообще это одно слово «какос». И значение его – это плохо, худо, тяжко, тяжело. На худое просите. Другими словами, вы должны просить на доброе, в том, в чем есть воля Божия. Это второе условие. Если вы не будете просить в молитве, не будете просить в соответствии с волей Божией, ничего не произойдет. Вы понимаете? Вам придется все делать своими силами. Хочешь чего-то, делай сам. Бог никак не вмешается. Но если ты хочешь, чтобы Бог вмешался, чтобы у тебя был ответ от Бога, тогда тебе нужно молиться, просить об этом и молиться в соответствии с волей Божией. Вы следуете за моей мыслью? Но у нас есть вот эта вот проблема. Мы не всегда знаем, а в чем же воля Божия. И как мне получить ответ, если я не знаю? Если я дохожу до какого-то момента и я не уверен. Давайте посмотрим на 1 Иоанна, 5 глава, 14-15 стих. «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него». Другими словами, если я прошу, и я прошу в соответствии с совершенной волей Божией, я знаю, что Бог, Он слышит меня, и я получу то, о чем прошу. Но я должен соответствовать этим двум критериям. Эти два условия должны быть соблюдены. Ты должен просить, и ты должен просить в соответствии с волей Божией. Сейчас вернемся вот к этой фразе, что «как должно». Мы не знаем молиться как должно, да? Потом двоеточие. Имеется в виду вот здесь вот, что мы не знаем, как нам должно молиться в соответствии с волей Божьей. Здесь вот эта мысль именно идет. Мы не знаем, какова воля Божья. У нас есть небольшая такая проблема. В этом наш вот этот недостаток, или в этом заключается наша немощь, о которой говорится здесь в этих стихах. Мы не можем соответствовать этим двум условиям, необходимым для того, чтобы на наши молитвы был дан ответ. Потому что мы не всегда знаем, в чем заключается совершенная Божья воля. Я не знаю, есть ли воля Божия, например, если я выбираю работу, Господи, мне вот эту работу выбрать или эту, меня и туда зовут, и сюда зовут. Что делать? Например, я не знаю, мои дети должны в эту школу пойти или в эту.
Мне документы ребенку подавать в этот вуз или в этот вуз? И поэтому вот начинаются такие молитвы: «О Господи, если есть на то воля Твоя, пусть будет». Кто молился так? Ну, Господи, если есть на это Твоя воля. Но вы знаете, есть хорошие новости. И хорошие новости заключаются в том, что когда мы не знаем, о чем молиться, когда мы не знаем, в чем совершенная воля Божия, мы не знаем, как должно. Тогда Дух Святой, Он приходит, и Он ходатайствует за нас. Тогда вмешивается Дух Святой. Давайте посмотрим на 26 стих, то, что мы смотрели, еще раз. Римлянам 8 глава, 26 стих, и я хочу обратить ваше внимание вот на это слово «ходатайство». Да? И в синодальном написано «ходатайство», но под редакцией Кулаковых, давайте я сразу прочитаю в современном переводе. «Нам и Дух помогает по немощи нашей». Немощи в единственном числе. Двоеточие стоит. Дальше он объясняет, что это за немощь. «Ибо мы даже не знаем, о чем и как нам молиться, но сам Дух просит за нас в воздыханиях неизреченных». И в синодальном переводе здесь мы не знаем, да, как молиться о чем, как должно, но сам Дух здесь ходатайствует за нас. Ударение на второй слог. И синодальный перевод здесь опять выигрывает вот в этом месте, потому что это именно слово «ходатайствовать» употреблено в греческом. И я хочу разобрать это слово, я хочу, чтобы вы его отметили. Это сложно составное слово. То есть вы понимаете, да, когда слово составлено из нескольких слов. В данном случае здесь использовано 3 слова. И вообще на греческом это слово звучит как «уперентукхано». И в переводе по словарю Стронга оно означает «заступаться» или «ходатайствовать». Но что интересно, это слово, оно состоит из 3 греческих слов. Первое – это «упер», да? Это приставка, и она означает «за», «ради», «вместо». Запомните. Дальше идет предлог «н». То есть «упер», «н». Еще раз, «упер». «За», «ради», «вместо». «Н» – это «в». И «тукхана» – это 3 слово, и у него 2 значения. Да? И оно означает «достигать», «получать». И сейчас я все свяжу воедино. Надеюсь, вам еще не до конца все мозги заплел. Еще раз, приставка означает «вместо кого-то», дальше идет частица «в», и потом вот «тукхана» это слово, вообще оно означает вот как попасть в цель. Кто-нибудь знает, как на греческом грех? Помните? Ну, кто называет хамартия или амартия? Кто учился в библейке, наверное, вы это проходили. И, может быть, многие из вас слышали, что в классических греческих литературе вот это слово «амартия», которое переведено как «грех», оно означает «промазать» или «промазать мимо цели». То есть не попасть в цель. Когда в Библии вот есть вот это место Писания, где говорится, что все согрешили и лишены славы Божией, это означает, что все не достигли цели. Можешь вниз спуститься? То как-то на страдание ребенка прямо у меня сердце кровью обливается. Я тут стою, чего-то говорю, а там ребенок навзрыд плачет. Итак, грех или амартия, да, означает, что пройти мимо цели, промазать, не достигли цели. Означает, что вы промахнулись. То есть неважно, пытались вы или не пытались, но суть в том, что, может быть, ты старался, но ты промахнулся мимо цели. Смотрите, что интересно. Вот это слово «тукхана», которое использовано в «ходатайствовать», это корень, да, этого слова, это антоним
значение, это антоним слова хамартия. Кто помнит антоним? Антоним – это слово противоположное по значению. Вверх, низ, антонимы. Здесь амартия – пройти мимо цели, промазать мимо цели. И тухана – это значит попасть в цель, попасть точно в цель, попасть в яблочко. Внимание сейчас. Мы связываем все вот эти три слова, которые составляют, ходатайствовать слово. На греческом буквально это означает попасть точно в цель вместо или за другого человека. Вот что означает слово ходатайствовать. Круто! Знаете, совершенная воля Божья – это прямо в цель, это прямо в яблочко. Это то, о чем мы должны молиться. Но если мы не знаем, в чем совершенная воля Божья, мы не можем об этом молиться. Мы не можем приносить Богу какие-то молитвы, если они не соответствуют воле Божией. То есть мы можем, но ничего не произойдет. Мы не достигнем цели. И тогда, согласно Иакову, то, что мы прочитали, наши молитвы, они останутся без ответа. Но Павел говорит нам: ребят, не переживайте. Другими словами, не беспокойтесь об этом, потому что задача Святого Духа – попасть в цель от вашего имени. Он за вас попадет. Другими словами, задача Святого Духа – убедиться, что мы молимся в полном соответствии с волей Божией. И мы каждый раз попадаем в яблочко, попадаем точно в цель. Давайте вернемся к 27 стиху. И вы поймете, о чем я говорю. Еще раз, Римлянам, 8 глава, 27 стих. Вы помните, мы начали читать 26 и 27, мы до этого сосредоточились на 26, разобрали его. Теперь давайте посмотрим 27 стих. Обратите внимание, что говорится здесь. «Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей». То же самое место в современном переводе. Здесь даже не перевод Кулаковых, а есть такой перевод Библейской лиги. «Но Бог, для которого открыты наши сердца, знает, о чем молит Дух, потому что по воле самого Бога Он молит за святых Божьих». Еще раз вернемся к 26 и посмотрим на последнюю часть этого стиха, потому что часто именно это место, оно понимается неправильно, и есть определенные причины для этого. Но я хочу вам показать, как вообще языки, говорение на языках, оно связано со всем тем, о чем мы говорили. Итак, синодальный перевод, 26 стих. Смотрите здесь вот. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Дальше. На что я хочу обратить ваше внимание. «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Вот можно пока оставить это место Писания, чтобы было наглядно видно. Я вам прочитаю сейчас современный перевод вот этой библейской лиги. «К тому же нам, немощным, помогает Дух в нашей слабости. Мы не умеем молиться, как положено». Дальше, внимание. «Дух же молит за нас Бога, когда мы лишь стонем бессловесно». Смотрите, на первый взгляд кажется, что очень похожие местописания, и перевод он одинаковый. Но я хочу обратить ваше внимание, что на самом деле суть, смысл немножко отличается. В одном переводе говорится, в синодальном, что Дух ходатайствует, просит, молит за нас, стонами или воздыханиями неизреченными. А в другом переводе, то, что я вам прочитал, последняя часть, она говорит, что Дух ходатайствует за нас, пока мы, собственно, стонем. Там Дух стонами, а здесь человек, а Дух, Он за нас ходатайствует. Смотрите, в синодальном переводе богословы, которые занимались переводом, они перевели вот это слово воздыхание, как средство достижения цели. И у нас получается вот такая ситуация, когда, если соответствовать этому переводу, что будто Дух Святой, Он вздыхает,
издает какие-то стоны, когда Он ходатайствует за нас. И даже по логике это очень странно. Не совсем понятно. Это означает, что Дух Святой, Он приходит к Богу Отцу и говорит: Отец, я здесь для того, чтобы попросить Тебя за Алексея. И начинает вздыхать и стонать. Странно. Святой Дух, Он не ходатайствует за нас стонами. Еще раз, у нас есть, это место 26. Смотрите, я хочу, чтобы вы обратили внимание на вот это слово «нас», где вторая часть: «Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». За нас. Внимание, я сейчас все свяжу воедино. Это синодальный перевод. Вот здесь это слово «нас». На греческом это «имон». Внимание, я из словаря Стронга взял значение. Два значения у этого слова. Вернее, это одно значение, и можно перевести как «наш» или как «нас». И здесь перевели как «нас». Он ходатайствует за нас. Но на самом деле это слово нужно было перевести так, как его перевели потом богословы из библейской лиги, которые совершали. Смотрите, его нужно было перевести как «наш» или «наши». Не за нас, а за наши. Это то, что на самом деле имел в виду Павел. И смотрите, что у нас получается. Сразу к этому месту. «Но сам Дух ходатайствует за наши воздыхания неизреченные». Вы улавливаете? Не Дух Святой воздыхает, но Он ходатайствует, просит за нас, за наши воздыхания неизреченные. Именно поэтому есть несколько современных переводов, и один из переводов – это перевод библейской лиги, который я читал, где это место звучит следующим образом. Это официальный перевод библейский. Это не просто так. «Дух же молит за нас Бога, когда мы лишь стонем бессловесно». Позвольте мне объяснить, что это значит вообще в практической жизни. Те примеры, которые мы брали. Если ты приходишь к человеку, тебя попросили родные помолиться за него, и он уже при смерти, он на смертном одре, ему 90 плюс-минус, и он весь немощный, веса нету, он испытывает боль. Но семья хочет, чтобы ты помолилась, и ты не знаешь, о чем молиться и как, что делать, Господи. Еще раз, если он христианин, ты знаешь, что он пойдет на небо, он пойдет к Отцу. И это неплохо. Никто живым не выберется, если Иисус, Он не придет раньше. Поэтому не нужно этого бояться. Такова участь человека. И сколько бы мы ни жили, но приходит такой срок, когда пора уходить. Здесь не наш дом, мы здесь странники на этой земле. Итак, ты приходишь, и ты смотришь, и ты не знаешь, о чем молиться. Ты начинаешь: Господи, благослови, и ты молишься, и потом... И мы воздыхаем. Еще раз, мы. Я не знаю, Господи, что делать-то вообще? Не Святой Дух, но мы. Но Святой Дух, Он знает все. И поэтому, когда мы не знаем, о чем молиться, Святой Дух, Он берет все в свои руки и ходатайствует за нас. Когда ты молишься на языках, фактически Он превращает наши стенания, наши эти все вздохи в слова, которые называются говорением на иных языках. Возможно, это, и скорее всего, это на диалекте, на наречии ангелов, и я не понимаю, что я говорю. Но я знаю одно. Это проявление Духа Святого. Сейчас через меня действует Дух Святой. И Он говорит: и мой Дух, он подчиняется Духу Святому. И это сверхъестественное проявление этого ангельского наречия, оно берет верх. И теперь Дух Святой, Он ходатайствует за нас. Потому что, знаете, поскольку Он дал мне совершенные слова на языках, которые я могу произносить, и которые соответствуют этому как должно.
Дух Святой, Он знает, как нужно, Он знает, как должно, Он знает, в чем воля Божия. И это условие, которое позволяет нам получать ответ на наши молитвы. Итак, в 26 стихе, вот Римлянам 8, 26 стих, говорится о том, что Святой Дух ходатайствует за нас через дар говорения на иных языках. Потому что мы не знаем, о чем молиться, так, как нам следует, для того, чтобы получить ответы. И в этом заключается цель говорения на иных языках. Именно это и улучшает нашу молитвенную жизнь. Я сейчас докажу вам все. Потому что я смотрю, и некоторые смотрят на меня с недоверием. Как мы можем тебе доверять? Мы же греческого не знаем. Словарь Стронга, он доступен. Посмотрите. Давайте мы посмотрим 1 Коринфянам 14 глава и прочитаем 14 и 15 стих. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как Павел говорит о молитве на языках. Обратите внимание, что он говорит. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится». Еще раз, смотрите, почему он говорит, что дух мой молится. Мы не живем больше в Ветхом Завете. Вы знаете, когда Дух Святой он не сходит на нас, мы не превращаемся в какого-то истукана, в ступоре, знаете, в трансе, в таком, что ты ничего не можешь, и Дух тобой владеет. Это не так происходит сейчас. Ты контролируешь ситуацию, но Дух Святой, Он соединяется с твоим Духом, и мы получаем вот это сверхъестественное проявление, говорение на языках. И мы делаем то, что мы называем молитва в Духе. Если я молюсь на языках, это Дух мой молится. Вот что означает молиться в Духе, да? Итак, 14 стих. «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя Дух мой и молится», ну здесь смотрите, «но ум мой остается без плода». Здесь не говорится о том, что я там издаю стоны, и что я там непонятно, что там делаю, да? Здесь говорится о том, что я не понимаю, о чем я говорю, когда молюсь. Другими словами, это речь, это не бессвязное что-то там, это язык. Я просто не понимаю, что это за слова. 15 стих. «Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом. Буду петь духом, буду петь и умом». С пониманием молиться очень полезно, в том числе. Другими словами, Павел говорит, вы знаете, что мы все время на языках мы не молимся. Кто-то может сказать, ну если такова ситуация, я не знаю, в чем совершенная воля Божья, но тогда я буду на языках все время. Вот вообще попал в десяточку. Все время воля Божия, но ты не получишь ничего. Почему? Да потому что ты не знаешь, о чем ты просишь. Вы понимаете? Как бы вот такая здесь дилемма. Но Павел говорит, мы не молимся все время на языках. Нет, мы молимся на человеческом с пониманием, на русском, на якутском, на... Какой у тебя родной язык? Ты должен молиться на нем также. Но когда ты доходишь до того момента, когда ты чувствуешь, вот он какой-то тупик, ты не знаешь, о чем молиться, мы начинаем вздыхать, мямлить там что-то. Вот тогда Дух Святой, Он приходит, и Он ходатайствует за нас. И мы начинаем молиться на языках. Возможно, я не понимаю, о чем я молюсь, когда я говорю на языках, но я понимаю, что это Дух Святой просит за меня пред Богом. Он побуждает меня произносить слова, которые являются совершенной волей Божьей. Поэтому я соответствую вот этим двум условиям. Я прошу, потому что я должен просить. И я молюсь в соответствии с совершенной волей Божьей. Еще раз, 1 Коринфянам 14 глава, стих номер 2. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит духом». Обратите внимание на фразу «говорит духом». Это происходит силой Святого Духа. Несмотря на то, что Святой Дух использует мой дух. Но именно Святой Дух дает эту сверхъестественную способность тебе сейчас говорить
Это сверхъестественное проявление. Вы понимаете? По сути, Павел говорит нам, что все назначение говорения на иных языках заключается в том, что мы не знаем, о чем нам следует молиться и как нам молиться должным образом. Но нам не надо сильно переживать, потому что есть Дух Святой для этого. И если вот мы изучаем дар говорения на языках, мы снова и снова видим, что делает Дух Святой, когда приходит. Вот в этом вот говорении мы говорим на языке, который мы никогда не изучали. Это сверхъестественно. Мы не обязательно понимаем, что мы говорим, но мы отвечаем теперь вот этим вот условиям, которые нужны для того, чтобы получить ответ на молитву от Бога. Еще раз, Бог не может вмешиваться сам по себе. Потому что если Он вмешается просто, вот Он смотрит, ну тогда в соответствии с Его словом уже тогда наступает конец этому миру. Он должен тогда судить весь этот мир. Но сначала Иисус должен прийти еще перед этим. Так каким же образом Бог, Он направляет свою волю? Через нашу молитву. Через наши молитвы. Я должен просить, но я должен просить в соответствии с волей Божьей. С совершенной волей Божьей. Теперь, когда, я надеюсь, вы это поняли, надеюсь, что вы поняли, давайте вернемся назад и еще раз прочитаем. Римлянам 8 глава, 26-27 стих. Но теперь уже мы сразу прочитаем в современном переводе от библейской лиги, потому что именно это Писание, оно более-менее, эти моменты, которые, вот эти слова, они переведены там правильно. И я при этом дам еще расширенные комментарии для того, чтобы нам понимать, потому что я раньше всегда читал в синодальном переводе это место. Итак, 26 стих. В современном переводе можно, «К тому же нам, немощным, помогает Дух в нашей слабости». Здесь переведено, но единственное число. Мы не умеем молиться, как положено. Пояснять, что это за слабость. Необходимо знать, о чем молиться, и нам нужно молиться в соответствии с совершенной волей Божьей. Дальше. Дух же молит, в синодальном это ходатайствует, за нас Бога, когда мы лишь стонем бессловесно. 27 стих. Но Бог, для которого открыты наши сердца, знает, о чем молит Дух, потому что по воле самого Бога Он молит за святых Божьих. Сейчас интересное место Писания, вы все его знаете, сейчас мы прочитаем. Смотрите, мы прочитали 8 глава, Римлянам, 26-27 стих. Смотрите, 28 стих. Я его специально прочитаю в синодальном переводе, потому что все его знают, все его слышали, я его слышал, но я никогда не думал, что оно связано с тем, о чем мы читали. Давайте, 28 стих. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Я в современном переводе прочитаю сразу. Это перевод библейской лиги. «Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто был призван согласно Его воле». Зачем этот стих здесь вообще? То есть там что-то про языки говорится, и потом вот это одна мысль идет. Дальше это следующий стих того же самого местописания. Знаете почему? Потому что этот стих, он имеет отношение к молитве на иных языках. Смотрите, когда мы молимся на языках, мы не знаем, о чем мы говорим. И это может пугать. Я молюсь на языках. Я молюсь в соответствии с совершенной волей Божией. А что, если совершенная воля Божья заключается в том, чтобы отправить меня куда-нибудь на край земли, в Якутию, например? Я уже в Якутии, да? Если на берег Северного Ледовитого океана, дальше Аймикона еще туда. Что если Бог хочет, чтобы я взял и продал все, что у меня есть? Вдруг в этом, как мне молиться? Вы знаете, если вот честно посмотреть, часто люди, они боятся подчиняться воле Божьей,
Потому что они думают, что что-то вдруг что-нибудь не то будет со мной. Как-то мне во вред пойдет. Мы боимся этого. Итак, когда мы понимаем, что когда мы молимся на языках, по сути, отдаем себя в молитве совершенной воле Божьей, и кого-то это может пугать. Но Павел здесь заверяет нас, он говорит: ребят, вам вообще не надо беспокоиться. Он говорит, что сразу следующее, он говорит, что вам нужно вот так молиться, да, в соответствии с совершенной волей Божией. И при этом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Синодальный перевод, но мне прям нравится вообще в современном то же самое место, послушайте, вот в этом контексте теперь. Мы знаем, что Бог во всем проявляет себя на благо тем, кто любит Его, тем, кто был призван согласно Его воле. Понимаете, о чем здесь говорится? Боже, я, может быть, и не знаю, о чем молюсь, но я знаю, что Ты добрый Бог, Ты благой Бог. И если я молюсь в соответствии с совершенной волей Твоей на иных языках, мне не нужно вообще беспокоиться, потому что я знаю, что все, что Ты делаешь, оно содействует мне во благо. Даже не сомневайся, даже не переживай в этом смысле. Бог никогда не подведет тебя к чему-то к такому, что пойдет тебе во вред, что будет тебе плохо. Поэтому не переживай об этом. Все, мы с этим разобрались, да? Я заканчиваю. Итак, вы знаете, последнее, что я бы хотел затронуть, вот еще такое. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, вы знаете, мы верим в нашей церкви, что дары все, они еще действуют. Кто-нибудь верит? Мы молимся на иных языках. Кто молится на иных языках? Но если посмотреть, да, мы не сходим с ума. Воскресное собрание общее, да, практически нету этого проявления, да. Бывают такие церкви, смотрите, я сейчас не имею никакую церковь конкретно и вообще безо всякого осуждения, но когда прямо призыв со сцены и на воскресном собрании, на общем, и что давайте мы сейчас все помолимся на языках или там на небесных языках, и вся церковь начинает на воскресном собрании, да. Смотрите, есть такое местописание, вот я в чем вижу вот здесь проблему? Люди просто, смотрите, вот Писание, оно целиком для нас обязательно или нет? Или мы берем какие-то части, которые нам нравятся, там, вот это я буду, вот это нормально, а вот это как-то оно не очень, да? Давайте посмотрим 1 Коринфянам, 14 глава. Павел дает несколько рекомендаций. Я вообще не знаю, знаете, вот часто бывает, что вот когда люди, они получают какие-то духовные дары от Бога, они начинают слегонца перебарщивать с этим. И на самом деле они просто отвергают то, что вот написал Павел, то, что мы сейчас прочитаем. Они используют то, что им нравится, а то, что не нравится, они отвергают. Давайте мы посмотрим. 1 Коринфянам, 14 глава, 23 стих. Что пишет Павел? «Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы все беснуетесь?» Перевод Российского библейского общества, то же самое местописание. «Ведь если соберется вся церковь, где каждый будет говорить на языках, и туда придут посвященные или неверующие, что они тогда скажут? Что вы сошли с ума?» Скажите честно, вот кто-нибудь, не обязательно сейчас, вот в вашей жизни, когда, может быть, вы еще в церковь не ходили, и вы пришли в какую-нибудь харизматическую церковь или там пятидесятническую церковь, и вам показалось что-то очень странным. Кто-нибудь есть такой? Не так много. Знаете, я из своего опыта скажу, помните, я говорил, я был у баптистов, и потом я поехал учиться в Америку. И меня пригласили в харизматическую церковь, знаете. Я у баптистов привык, что, как-то мы все поскромнее, что ли, себя ведем. А тут я приехал, там парковка, как перед Икеей. Там 15 регулировщиков движения стоят, и они прихожанам машины паркуют. Туда зашел, там, знаете, как вот в песне про Битлз, там, я не знаю,
Вернее, когда Битлз говорили, что кто не может похлопать, позвоните своими драгоценностями, да. Ну, то есть все такое красиво, но это ладно. Просто другие странности, которые там вот все говорили, ну, не суть. Просто мне показалось, что это очень все там, вот проявление, знаете, когда люди смеются, встают на голову и так далее, что это очень странно. Это мягко сказать. Почему у многих людей вот складывается такое отношение по поводу вот пятидесятнических или харизматических церквей? Вы знаете, я вам скажу, у нас есть пятничное собрание молитвенное. Вот хочешь молиться на языках? Приходи. Можешь от начала и до конца. Вообще не закрываться. Но воскресное собрание, когда приходят люди с улицы, кто-то неутвержденный, кто-то неверующий, ну, ради них, ну, стоит ли их смущать? Но в пятницу можно дать полную свободу. Более того, есть определенные какие-то моменты, когда собирается определенная группа людей, например, мы собираемся для того, чтобы молиться за что-то конкретно, за какую-то конкретную ситуацию, и ты всех знаешь, и вообще можно там все на языках. Но, опять же, если есть неверующие, зачем их смущать? Давайте мы прочитаем еще одно место Писания интересное, ну, вернее, та же 1 Коринфянам, 14 глава, но теперь с 18 по 20 стих. Смотрите, что пишет. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками, но в церкви хочу лучше 5 слов сказать моим умом, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке». И дальше, внимание, это то же самая мысль, следующий стих. «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Почему бывают вот такие ситуации, когда у людей в этом мире складывается очень странное впечатление о харизматах, о пятидесятниках? Да потому что в таких церквях люди ведут себя как дети маленькие. Они научились чему-то, и все. Держите меня 7, теперь я должен везде, к месту и не к месту это использовать. И здесь именно Павел, он говорит, братья, ну не будьте как дети умом. На злое, когда что-то делать, будьте как дети, не надо, да. А по уму будьте совершенно, ну понимаете, где есть место и где есть время. Все просто. С этим понятно, да? Теперь точно последнее. Еще раз просто про молитву. Вы знаете, если я молюсь вообще вот с пониманием, если я молюсь и проговариваю что-то, мне хватает 5 минут. Но 15-20 это вообще потолок, чтобы вообще за все помолиться. За детей в Африке, за правительство, вообще за всех, не говоря уже про моих родственников там и так далее. Но смотрите, если я в молитве касаюсь какой-то определенной темы, и я понимаю, что я не уверен, или я чувствую в духе, да, что нужно что-то в этом, да, и я начинаю молиться на языках. И так как я не знаю умом, что я говорю, но я остаюсь чувствителен в духе, я обычно не заканчиваю, пока, я вот получил, да, все, можешь отпустить это. Вот теперь ты выговорил все, ты промолил это. Ревнуйте о дарах духовных, написано. Если ты говоришь на иных языках, это необходимое условие для того, чтобы улучшить твою духовную жизнь, твою молитвенную жизнь. У нас есть у всех вот этот недостаток. Порой мы не знаем, о чем молиться, в чем воля Божия совершенная. Но если мы хотим, чтобы на молитвы был дан ответ, для этого есть Дух Святой. В общем, добро пожаловать на молитвенные в пятницу. Аминь.